роль. Да, я не договорил, Айпери, представляете, является единственным борцом весовой категории до 76 килограммов в Кыргызстане. И поэтому она тренируется с тренером, а иногда и с мужчинами борется. Поэтому я думаю, что в этой схватке явно какое-то преимущество есть за ней. Но хотя да, она была пятой на Олимпиаде. Она проиграла за бронзу турчанке Есиминадар. Ну, посмотрим, пока что идет вязка рук. Вязка рук от девушек. Уперлись головами в друг друга. Посмотрим, что будет дальше. Айпери была второй на мире в позапрошлом году, третий в 2021 году. У Жамили за спиной 2 серебра чемпионата мира в 2021-2022 году и бронза. 3 серебра даже еще в 2024 году она тоже стала серебряным призером чемпионата мира. И бронза в 2023 году. Ну и трижды была чемпионкой Азии Жамиля Бекбергенова. Вот что касается Айпери. Айпери дважды выигрывал Азию в 22 и в 24 году. Давайте смотреть. Пока что никаких активных действий. Саймадан супер сунуш. Қуаттуу гигабиттик жаңы муындагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Не предпринималось, но складывается ощущение, что Айпери явно Жамилю поддавливает. Явно поддавливает ее, да, и судья замечает пассив. Сейчас будет какое-то действие от него. Так, Жамиля попыталась как-то продернуть Айпери, но пока что борьба равна. Единственное, одна пассивность у Жамили есть. Так, пытается вязать ручку. Балл. Есть балл. За пассивность Жамили балл получает Айпери. Так, дергает на себя и... Что-то будет? Нет. Стояла Жамиля. Осталась минута до конца первого периода. 1-0 ведет спортсменка из Кыргызстана. Но я напоминаю, что она и в весовой категории-то повыше выступала. До 76 килограммов Жамиля все-таки... Ну, весовая категория, мне кажется, еще и в женской борьбе она все равно большую роль играет, если в мужской. В мужской-то разница в несколько килограммов может перевернуть схватку, то что говорить про женскую борьбу. Ну, посмотрим. В конце концов, Жамиля выступает, можно сказать, на родной земле, в родном зале, поэтому трибуны должны вселять в нее уверенность в своих силах. Айпери опять взяла ручку, пытается теснить, но что-то не совсем удачно пока что. 4 секунды до конца первого периода. Гонг. Расходятся девушки по углам. 1-0. 1-0 первый период закончился в пользу Айпери. Интересный факт из жизни Айпери Медеткызы. Она, значит, в какой-то момент решила уйти из борьбы, потому что хотела посвятить свою жизнь медицине. У нее, значит, бабушка с дедушкой болели, и она хотела заниматься медициной, чтобы как-то помочь. Ну, не только им, но и в целом, наверное, медицинской отрасли. Но все равно спустя 2 года... Все равно Айпери через 2 года вернулась в спорт. В этом ключевую роль как раз-таки сыграли близкие ее, которые ее туда и вернули. Начинается второй период. Посмотрим, продолжит ли Айпери навязывать свою борьбу, что будет делать Жамиля. Сейчас, мне кажется, хороший момент был. Чуть-чуть
Джамиле поддать, и можно было бы отыграться. Идет борьба на ручках без активных действий. Посмотрим, что скажет судья. Очередная пассивность. И схватка продолжается. У Джамиле очень интересное выступление на чемпионатах мира. Она дважды уступала японкам Масако Фуруити и Ами Исии в 2021 и в 2024 годах, когда она становилась серебряным призером чемпионата мира. Так, 1-1. 1-1. Теперь уже почему-то Айпери пассивничает, но по последнему действию пока что лидирует Джамиля. Посмотрим, будет ли Айпери давить. Иначе схватка закончится не в ее пользу. Ну вот поактивнее какие-то действия пошли. Левую ручку пробила Айпери. Пытается поддавить к краю ковра Джамилю. Джамиля упорно отстаивает. Все это, может быть, сейчас будет какой-то сброс. Посмотрим. И так... Нет. Ай, хорошо. Проход в ноги от Джамили, но Айпери блокирует этот проход. Перехватывает ручку и теснит Джамилю. Ну, нет, не ушла за край. Не ушла за край. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это 4 балла явные. Это явные 4 балла от Айпери. Явные. Поддавила она, конечно, Джамилю и поймала в последний момент. Запустила ее, кажется, по-моему, это бедро было. Я там... Камера не позволила рассмотреть. По-моему, если будет повтор, посмотрим. По-моему, это бедро было. Хорошее такое бедро на противоходе. Ну, теперь Джамиле нужно вкладываться, все силы искать в себе. Может быть, трибуны ей помогут сейчас. Будут кричать: Джамиля, давай, Джамиля, давай. И если она сможет отыграть эти 4 балла, то преимущество останется за ней. 40 секунд до конца первой встречи. Так, хорошо, проход в ногу пробует Джамиля. Но Айпери держит ее, не позволяет пока ничего сделать. Посмотрим, будет ли переворот от Айпери сейчас. Она пытается разорвать захват. Судья останавливает, поднимает в стойку. 23 секунды у Джамили, чтобы отыграться. Айпери, мне кажется, сейчас будет всячески защищаться, не подпускать Джамилю. Хотя вот у нее получилось немного в ноги пройти. Ну, посмотрим. Джамиля пробивает левую ручку. Пытается выталкивать. Но нет. Айпери держит плотно, не позволяет. Так, еще одна попытка сбросить и пройти в ноги. Но, видимо, уже на исходе сил, да, 2 секунды, 1. Гонг. И в этой схватке победу одерживает Айпери Медеткызы из Кыргызстана. Ну, мне кажется, да, что все равно преимущество весовой категории здесь сыграло свою роль.